В библиотеке имени Гаспринского, как обычно, душевно и людно. В читальном зале журналисты, педагоги, писатели, общественные деятели и студенты. Здесь провели День крымско-татарской письменности и культуры. Мероприятие, посвященное этому дню, уже давно стало доброй традицией для Национальной библиотеки. Организовываем выставки, делаем презентации. Ну и, конечно, основное мероприятие приглашаем известных наших педагогов, которые рассказывают нам вообще о истории создания крымско-татарской письменности. Что касается культуры, это выступают наши молодые студенты, молодые артисты, которые тоже на своем родном языке исполняют песни, фольклор. То есть каждый год разнообразная программа. В этом году в библиотеке представили книжную выставку, которая рассказала о семивековой истории крымско-татарского языка, народного художественного слова, декоративно-прикладного и музыкального искусства крымских татар. В рамках мероприятия была организована видеосвязь с победительницей конкурса «Крымский инжир» Лейлей Муратовой из Крымска, Краснодарского края. Onun iki masalı ve bu bir hikayesi derç etildi. Onlar episi Kırım İnciri konkursu için yazılgan edi. Eserleri çok değil ama pek meraklı. O injiner BTE'de çalışıyordu. Filologiyanın asıl bağı yok. O'zi evde konuşkan bilgen tilini yaza, şive tilinde yaza. Anası babası Kos koyundan tamırları ve buna şu demek şivede öz eserlerini yazar. Mında meraklısı şu ki o hem şive hususiyetlerini bizge takdim ete, saklay. Hem de süjetleri zemanevi talebeler için, balalar için, adamlar için meraklı. Лейля Муратова рассказала, что на написание произведений ее вдохновляют люди и новые знакомства. Гости могли задать автору интересующие вопросы и попытались прочитать по ролям произведения «Эмине, Мизёзя и Ментарай», опубликованное в журнале «Анатолий Оджаларна». O da harmaktan balık tutaydı, şaşkan edim o vakit. O gerçekten halk söyleyen gibi cadı mı? Bilmeyeyim ama kimseden konuşmayı pek kalgacı ve sert olganı doğru. O Kırım İnciri konkursunda 20. senesi galip çıkan edi. Pek meraklı hikaye, terbiyevi ebette manası var. Bu balalar için yazılgan hikaye. Мероприятие своим прекрасным пением украсила победительница конкурса «Джанлесес-2018» Мавиле Мамбетова.